Раз доктор Эрдеров обращение военный совет язли. Обращение ас вайлчхайна тадико еш хушгу аш бяхмобил даwan соноза тисло шон хала мухле еш урята. Тунда тадико еш хушг гесон юхевeten از درک سنت لوچن قیرو ما داتن دل еш саграмот не стаквал что халава еш виторих. Президент Чеченской Республики Дудаев обращение участников совещания военного совета Чеченской Республики Ичкерия. Уважаемый президент, мы, ныне подписавшиеся руководители ведомств и командиры воинских подразделений ЧРИ 8 октября 1994 года провели совещание военного совета, на котором проанализировали общественно-политическую ситуацию в республике и пришли к следующему выводу. В результате неудовлетворительной работы правительства республики сложилась крайне тяжелая ситуация в экономике. Значительная часть населения оказалась в бедственном положении, месяцами не получая заработную плату, пенсию и пособия, что наши враги используют для дискредитации самой идеи независимости. МВД самоустранилась от выполнения своих функциональных задач, что привело к разгулу преступности, активизации мафиозных и бандитских группировок. На протяжении 3 лет меры, принимаемые для решения этих проблем, какими решительными они не были, не приносят долговременного положительного результата. Главная причина такого положения заключается в том, что мы пытаемся решить эти проблемы, опираясь на любые законы и средства, выдуманные людьми, при этом отвергая главный и верный путь, указанный нам Аллахом. Необходимо провозглашение и строительство исламского государства. Любые аргументы о нецелесообразности, преждевременности, неподготовленности нами не будут приниматься, так как они исходят только от неверных и от заблуждающихся. В законе, данном нам Богом, Аллахом, не говорится о необходимости подготовки и так далее, а ясно указано, что делать и как делать. Исходя из вышеизложенного и учитывая создавшуюся ситуацию и мнение мусульман республики, военный совет обращается с предложением немедленно. Первое. Разграничить функции между президентом и премьер-министром. Второе. Сформировать новый кабинет министров. Третье. Все государственные структуры и органы привести в соответствие с нормами шариата. Четвертое. Руководители министерств и ведомств, виновных в развале экономики республики, привлечь к уголовной ответственности. Пятое. Разработать и представить народу программу выхода республики из экономического кризиса. Шестое. Провести надлежащие меры по реорганизации МВД и всех правоохранительной системы республики. Седьмое. Глав местных администраций и префектур, запятнавших себя в связи с мафией, связях с мафией и другим преступным элементом, а также проявивших двуличность по отношению к законной власти, немедленно освободить от занимаемых должностей и привлечь к ответственности. Восьмое. Принять неотложные меры для урегулирования положения дел в системах вооруженных сил, здравоохранения и народного образования, становление развитого независимого чеченского государства, здорового и цивилизованного общества. Мы, члены военного совета, видим только в выполнении вами вышеизложенных условий и призываем вас приступить к их выполнению. Начальник ДГБ ЧРИ полковник Гелисанов, начальник начальник Генерального штаба вооруженных сил ЧРИ полковник Масхадов, командир полка спецназначения Гилаев, командир Шалинского танкового полка Далхадов, командир СДБ Басаев, командир батальона спецназа Дашаев, командир батальона ОБО ДГБ ЧРИ Ахьядов, командир ОБО Байсангуль Ханбиев. Обращение принято на совещании военного совета ЧРИ 8 октября.